Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, достар. Здравствуйте, уважаемые сторонники независимого Башкортостана, подписчики моего канала, всем, кто интересуется моей деятельностью. Что ж, можно, наверное, с уверенностью сказать, что тема деколонизации, которая еще недавно была, скажем, где-то на задворках российской политики, когда ее старались не замечать, сегодня это тема номер один, и даже скандал между ФБК и олигархом Невзлиным не смог перебить эту тему деколонизации. И надо, наверное, сказать большое спасибо здесь Юлии Навальной, то, что она обратила внимание своим заявлением, своим выступлением на форуме в Словении именно к теме деколонизации. Who advocate for the urgent decolonization of Russia, arguing to split our vast country into several small safe states. However, these colonizers can't explain why people with a shared background and culture should be artificially divided. Пытаясь нас как-то дискредитировать, сторонников деколонизации, сторонников распада России, она наоборот подогрела интерес к этой теме. И сегодня, наверное, только ленивый, наверное, не говорит о теме деколонизации. Мало того, что наши, скажем так, позиции, да, сторонников деколонизации, сторонников независимости национальных и региональных движений, наших регионов, наших национальных республик, эти ставки только выросли, позиции наши выросли, но помимо нас начали больше слушать, начало больше подписчиков у нас появляться, допустим, у меня канал вырос в 2 раза, канал Лиги Свободных Наций вырос в несколько раз. То есть люди начали интересоваться этой темой, люди начали приходить на эти площадки, спрашивать, интересоваться, смотреть. Но помимо, как я сказал, сторонников из национальных движений, из регионалистических движений, российские политики, очень многие высказались по теме деколонизации. И не просто высказались против деколонизации, против распада, а наоборот поддержали. Да, конечно, есть еще противники деколонизации, такие как Юлия Латынина, допустим, да, которая там в каждом своем видео мочит деколонизаторов, мочит сторонников распада. Но тем самым она наоборот подогревает интерес. Еще раз, ей тоже спасибо, потому что она очень сильно подогревает интерес, и люди начинают интересоваться. Люди начинают оценивать позиции наши, оценивать наши, скажем так, аргументы и понимают, что действительно тема распада очень правильная тема, и распад неминуем. Так вот, помимо противников деколонизации, которые говорят об этом, очень много российских политиков высказалось за распад и поддержали нас как сторонников независимости. Конечно же, в первую очередь надо отметить Евгению Чирикову, российского политика, постоянного члена, участника форума «Свободной России». Также она в свое время, в 2011 году, была членом Координационного совета российской оппозиции. Она очень хорошо ответила Юлии Навальной по теме деколонизации, по теме распада России, по теме права на независимость национальных республик, народов. Давайте послушаем. Давайте посмотрим на то, что из себя сейчас представляет Россия и о чем так переживает Юля, что вот это, не дай бог, распадется. Вот на сегодняшний момент, вы меня извините, но совершенно не очевидно для коренных народов, которые оказались в составе Российской Федерации, что нужно продолжать оставаться в составе этой федерации. Почему? Потому что делает Кремль? Он просто пользуется природными ресурсами той же самой Якутии, того же самого Кавказа, других национальных республик, ничего не давая взамен, кроме директив, отправлять людей из этих регионов на никому не нужную братоубийственную войну в Украине. То есть никакого смысла народам, которые находятся сейчас в составе Российской Федерации, оставаться
Вот в такой Российской Федерации нет. И если мы говорим про какую-то стратегию в отношении России, то прежде всего мы должны говорить о том, что народы России должны иметь возможность свободно выходить из состава Российской Федерации, если они это захотят. Как в свое время, например, Англия спокойно вышла из состава Европейского Союза, и никто из Европейского Союза не начал войну против Англии и не начал стирать с лица земли, например, Лондон за то, что вот они приняли решение не быть в составе Европейского Союза. Что ж, мы здесь видим, что Евгения Чирикова, спасибо ей большое, высказала достаточно четко, прямо, а потом она еще дополнила свои тезисы, свои аргументы в интервью Идель Реалии. Кто не читал, пожалуйста, прочитайте. Очень хорошее интервью, я считаю, что она очень там правильно и четко высказалась. Помимо нее высказался, для меня даже как-то немножко это было удивительно, Владислав Иноземцев, оппозиционный экономист, политик тоже, потому что он еще буквально 1,5 года назад, в начале 2023 года, когда проходил форум в Брюсселе, форум свободных государств пост-России, где как раз тема деколонизации поднималась. Так вот, он там высказался как сторонник сохранения России, как человек, который высказался против распада России, против того, чтобы национальные республики или какие-то регионы отделялись, имели право на независимость. Так вот, буквально на днях вышло интервью на сайте Идель Реали, видеоинтервью, где он достаточно четко высказался о том, что все национальные республики, а также регионы имеют право на независимость, что Россия в будущем возможно только в том случае сохранится, ну вообще создастся как нормальное демократическое государство только в том случае, если она распадется полностью, а потом переучредится теми субъектами, которые захотят вновь объединяться в какой-либо там союз или какую-либо там конфедерацию. Что касается Татарстана и Башкортостана, в принципе, я абсолютный сторонник того, чтобы Российская Федерация в ее нынешнем виде была распущена и переучреждена. Конечно, и башкирские, и татарские народы имеют полное право на самоопределение. Здесь у меня нет никаких сомнений. К чему это самоопределение приведет? Другой вопрос. То есть моя позиция заключается в следующем, что Российская Федерация в нынешнем ее виде – это имперская структура. Она не может не подавлять интересы и чаяния своих нерусских народов, и она не может успокоиться в своих нынешних границах, потому что это не национальное государство, это империя. Очень сильные, да, изменения во взглядах, я бы так сказал. Елена Васильева, политик, тоже в свое время член того же самого Координационного совета 2011 года, в своем видео тоже высказалась в ответе Юлии Навальной о том, что распад России нужен, и он случится обязательно. Леонид Гозман, российский политик, в своем буквально на днях в Твиттере сделал такой пост, который всех многих ошарашил. Очень много потом было, конечно же, от российской оппозиции критики в его адрес, те, кто выступает против распада России. Но он высказался достаточно четко, что те, кто не только против войны, но и за нормальную Россию, должны, по-моему, сказать, что в будущей России все территории, вне зависимости от нынешнего статуса, будут иметь право на выход из состава России. В принципе, практически он говорит о том же самом, что и Владислав Иноземцев. Также в своем ответе Юлии Навальной, который, кстати, уже набрала 300 тысяч просмотров и очень сильно разошлось в социальных сетях. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, ответ башкортов Юлии Навальной. Игорь Яковенко уже долгое время выступает за распад России. Это российский тоже политик, оппозиционер, социолог. Игорь Эйдман, политик, тоже социолог, очень давно высказывается о распаде России. Писатель, российский писатель, историк Борис Акунин тоже давно высказывается о том, что Россия должна распасться. Это закономерный ход истории. Историки вообще понимают очень хорошо, что
время империи, а все признают, что Россия это империя, и политики, и экономисты. Так вот, время империи прошло. И кончина у империи одна и та же – распад. То же самое говорит и Дмитрий Чернышевский, многие его знают как Савромат, историк, который точно так же говорит о том, что Россия должна распасться, другого выхода у нее нету. Поэтому я еще раз говорю, что сегодня именно умные политики, которые смотрят далеко вперед, которые имеют хорошее историческое образование, понимают прекрасно, что другого выхода, кроме как распасться у этого недогосударства под названием Россия, нету. Она, вот если она хочет в будущем развиваться как демократическое нормальное государство, она должна распасться, и потом уже те регионы, те субъекты, которые захотят вновь создать какой-то там союз, какую-то там конфедерацию, могут объединиться на добровольных началах, на добровольных условиях. Те, кто хотят. Допустим, мы, Башкортостан, не будем этого делать. Мы все, наобъединялись с вами, хватит. Были в 2 федерациях, в Российской империи были, хватит. Подписывали 3 раза договор, не помогает. На 4-й раз мы на одни и те же грабли мы наступать не будем. Теперь только независимость. Тем более перед нами есть прекрасные примеры тех бывших колоний, бывших союзных республик СССР, которые сегодня являются независимыми государствами и отлично развиваются. Все у них хорошо, процесс развития у них идет, и экономика развивается, и численность растет, и язык они восстановили свой. Так что примеры успешные перед нами есть, и мы будем стремиться сделать то же самое. А другие регионы, которые, ну, вот как Бурятия, допустим, да, многие, кстати, бурятское национальное движение очень сильное, оно выступает за независимость. Но есть некоторые бурятские коллаборанты, такие как, допустим, Евгения Болтатарова или Александра Гармажапова, вот они трубят вовсю на всяких форумах российской оппозиции псевдолиберальной о том, что мы за сохранение России, мы не хотим, чтобы Бурятия была независимой. Вот такие люди, конечно же, как в момент час X побегут подписывать договор с Москвой за спиной бурятского национального движения, за спиной тех, кто выступает за независимость. Я думаю, что и у башкир будут такие же, найдутся такие же. Но это не поможет. Это не поможет, и национальные республики, конечно же, получат все свою независимость. Поэтому, еще раз хочу сказать, что вот те российские оппозиционеры, российские политики, которые выступают за сохранение России, за сохранение всех территорий России, особенно это делает ФБК и другие также российские оппозиционеры есть, которые выступают за сохранение этой России. Они мне напоминают очень сильно белое движение времен 1917 года, которое точно так же так и не смогла понять, что время Российской империи прошло, что ход истории изменился, что у народов Российской империи выросло национальное самосознание, появилась национальная элита, что они больше не хотят находиться в составе этой империи, и они начали создавать свои государства национальные, свои армии национальные, и смогли вот в это окно возможностей, которое было очень коротким, выйти из состава и порвать навсегда, не поверив никаким обещаниям ни белым, ни большевикам. Это Польша, это Финляндия, это страны Балтии. Я напомню, что они были независимые до 1939 года, потом их СССР вновь захватил. Другие же национальные движения, которые создали свои республики, они поверили большевикам, которые поняли, на что надо делать ставку, которые поддержали национальное движение в их праве на самоопределение. Они прямо заявили об этом, что каждая нация имеет право на самоопределение. Да, это Ленин так заявлял. Сделали ставку на национальное движение и выиграли у белых. Да, они потом обманули. Обманули нас, допустим, башкир, когда наше башкирское правительство подписало соглашение с советским правительством, подписало соглашение. И по этому соглашению наша республика Башкортостан имела
достаточно очень много полномочий каких. Наше башкирское правительство имело много полномочий. Но через год все это было в одностороннем порядке нарушено со стороны Советов, советской власти. И в очередной раз договор превратился просто в клочок бумажки. Но, еще раз говорю, большевики поняли, на что надо делать ставку. Так вот, а белое движение не поняло и цеплялось до конца за сохранение Российской империи, за возврат Российской империи и проиграло. И вот сегодняшняя российская оппозиция мне напоминает как раз российская оппозиция, которая против распада России, против того, чтобы национальные республики и регионы получили независимость. Вот они мне напоминают вот то белое движение. Сегодня умные, еще раз говорю, российские политики, все понимают, что Россия обречена, что дальнейшее ее развитие, вот в такое, какое сейчас, невозможно. Что такую огромную территорию невозможно удержать никак, кроме как силой. То есть никакая прекрасная Россия будущее невозможно. Или она будет силой удерживать те регионы, которые не хотят быть в составе этой России. Они хотят очень многие. Особенно, еще раз говорю, за 2,5 года национальное самосознание еще больше поднялось у многих национальных движений. Но как они смогут удержать Чечню? Как они смогут удержать Ингушетию? Как они смогут удержать Татарстан, Башкортостан, Сибирь, наконец? Как? Только силой. А если они вновь будут нас удерживать силой, то опять они всему миру покажут, что у власти пришли те же самые имперцы, которые могут действовать только силой. Потому что, не хотим мы создавать эту Россию, прекрасную Россию будущего. Не хотим мы в ней находиться. Поэтому ничего не получится у псевдолиберальной оппозиции российской. Ничего не получится. Не смогут они сохранить эту страну. Никак. Тем более действуя какими-либо демократическими методами. Просто невозможно. И когда нам тот же самый Владислав Иноземцев говорит в своем интервью, еще раз говорю, кто не смотрел, посмотрите, на сайте Дель Реале в интервью, он сказал о том, что вот национальные республики, я, говорит, конечно же, за то, чтобы все вышли, все регионы, все национальные республики получили свою независимость, но нужно провести референдум, если население того или иного региона или национальной республики выскажется за свою независимость, нужно дать переходной период в течение 10 лет, чтобы сформировалось национальное правительство, чтобы там, скажем так, разделить сферы там полномочий, разделить там границы, какие-то таможенные там барьеры, экономически разделиться, да, между вот той национальной республикой, которая уже объявила о своей независимости, и Россией. Вот, говорит, 10-летний переходной период. А потом еще раз провести референдум. Какой стати? Какой стати мы вообще должны какие-то референдумы проводить? Многие национальные республики, точнее народы, без какого-либо референдума были захвачены этой империей. Порабощены, как, допустим, татары, как Кавказ весь, как якуты, как башкиры. Я напомню, что когда говорят, что башкиры вошли добровольно, это неправда. Часть башкирских племен вошла добровольно, башкирских родов. Часть была захвачена, большая часть была захвачена. Но даже те, которые вошли добровольно в состав московского государства, они входили на определенном договоре. Этот договор был нарушен множество раз. Потом еще подписывались разные договора. И постоянно они нарушались в одностороннем порядке со стороны Москвы. Так что все какие-либо обязательства, все какие-либо договоры давным-давно уже аннулированы. Между нами ничего нету. Даже последний договор между Муртазой Рахимовым и Борисом Ельциным, между Башкортостаном и Российской Федерацией, он был нарушен со стороны Владимира Путина. Нету между нами никаких уже договоренностей и обязательств. Россия сама по себе, Башкортостан сам по себе. Мы вам уже больше ничего не должны. Вы сами нарушили все, что можно было нарушить. Поэтому мы сами по себе, вы сами по себе.
И никакие референдумы мы не обязаны проводить. Вы не имеете какой-либо легитимности и никакого права требовать от нас каких-либо референдумов. Вы для нас просто никто. Ну вот просто вы для нас, ну кто вы такие? Ну вы такие же политики, как и мы. Вы такое же национальное государство, как и мы. Москва такой же город, как Уфа. Поэтому вы не имеете над нами никакой власти. Мы будем поступать так, как мы считаем нужным. Объявим о своей независимости и начнем процесс отделения. Все. И ничто вы не сможете сделать с нами. Поэтому, заканчивая, я хочу сказать так, что тема деколонизации идет активно, набирает популярность. Сторонников деколонизации, сторонников распада России увеличилось многократно. Многие поняли, что вот та сегодняшняя Россия, то вот это вот недоразумение, которое сегодня на месте России, оно не жизнеспособно. Оно, население в таком недогосударстве будет постоянно жить в бедности, в войнах, в подавлении со стороны русского имперского населения. Все национальное будет подавляться, все языки будут подавляться, что сейчас и происходит. Поэтому такое недогосударство, такая империя просто обязана распасться, чтобы дать жизнь многим-многим десяткам народов и регионов, которые не хотят жить под Москвой. Процесс распада неминуем. Независимость наша случится обязательно. Поэтому работаем дальше. Сторонников наших прибавляется. Лига свободных наций, куда входит Башкирское национальное движение, работает активно. И это можно видеть по тому, что и канал ее очень сильно растет, YouTube-канал. И мой YouTube-канал очень сильно начал расти, сторонников начало прибавляться. Поэтому мы на правильном пути, и я уверен, что мы с вами уже очень скоро увидим процесс вот этого распада, грандиознейший процесс распада этой страны произойдет, этого недогосударства, он произойдет на наших глазах. Мы будем активными участниками всего этого. Поэтому работаем дальше. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте это видео, пишите в комментариях, будем обсуждать. На самом деле сейчас у народов, которые оказалось, вот такое у них несчастье, что они оказались в составе Российской Федерации, у них большие вопросы к Кремлю, а вообще, что им дает вот это объединение, что им дает, какие выгоды они получают от того, что они находятся в составе Российской Федерации. Вот что они получили, кроме того, что их людей отправляют на убийственную войну, у них Кремль отнимает их ресурсы природные, что они не могут распоряжаться собственным краем, они не могут принимать какие-то решения по собственной жизни, они все должно через центр согласовывать. Вот какой им смысл оставаться в рамках такого объединения?